Стало известно, что под предлогом карантина в связи с эпидемией коронавируса китайские власти запретили выходить уйгурам и другим тюркам на улицы даже для совершения необходимых покупок. После объявления комендантского часа в Восточном Туркестане местные жители сталкиваются с угрозой голодной смерти. Радио «Свободная Азия» связалась с жительницей города Кульджи и опубликовала ее показания. Согласно словам матери 4 детей, 10-й день ее семья голодает из-за отсутствия продуктов первой необходимости. При этом женщина подчеркнула, что кормит детей 1 раз в день и что у одного из них посинела кожа из-за обезвоживания. Жители поселка Дон-Мазар сообщили, что местное управление пытается скрыть факт голода от вышестоящих инстанций и СМИ. Женщина по имени Махира сообщила, что не раз обращалась к властям с просьбой предоставить ей уголь, так как ей нечем топить печку, и что не раз получала грубый отказ. Также Махира рассказала, что была свидетелем того, как поселковое управление прогнало инвалида, обратившегося за продуктовой помощью. Родных и близких женщин, а также всех жителей предупредили о неразглашении ситуации в городе. Глава Национального собрания Восточного Туркестана Сеид Тюмтюрк заявил, что больше половины энергоресурсов Китая добывается в Восточном Туркестане. Тюмтюрк выступил на конференции под названием «Международные организации и Восточный Туркестан», организованной Молодежным фондом Турции совместно с университетом города Карабюк. Подчеркнув важность уйгурского региона с точки зрения ислама и тюркской культуры, Тюмтюрк сделал следующее заявление. Одной из ключевых причин оккупации Восточного Туркестана является его природные богатства, так как в регионе имеются большие запасы нефти, природного газа, угля, урана, золота, серебра и других полезных ископаемых. Больше половины энергоресурсов Китая добывается в Восточном Туркестане. – 23 февраля в культурном центре Восточного Туркестана, расположенном в Дюйсбурге, прошел благотворительный утренник, организованный руководством центра совместно с Ассоциацией матерей-добровольцев из Северной Вестфалии. По окончанию программы Реджеп Бей предоставил вниманию гостей фото и видео отчет о проведенной благотворительности в Центральной Азии, раздаче мяса жертвенных животных и самоотверженности главы информационного центра Абдуджелила Каракаша и его команды. Выразив свою благодарность главе центра Реджеп Бей, подчеркнул, что Каракаш является одним из представителей борьбы за независимость уйгурского региона и его народа. После чего выступила Эбру Ханым, которая рассказала о помощи, оказанной главой центра сиротам, находящимся в Турции. Эбру Ханым призвала выступить в защиту Восточного Туркестана, осведомить мир о тяжелом положении населения региона, быть сознательным и оказать поддержку уйгурской диаспоре. В свою очередь, гости центра выразили свою благодарность организаторам мероприятия и заявили, что будут всячески поддерживать братьев и сестер из Восточного Туркестана. Число людей, которые погибли в результате заражения новым типом коронавируса, появившегося в Китае, стремительно растет. Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила, что только за последний день жертвами вируса стало 150 человек. Всемирная организация здравоохранения заявила, что общее количество инфицированных в Китае составляет 77 150. По всему Китаю погибло 2592 человека. В Италии, где было зафиксировано наибольшее число заражений среди стран Европы, жертвами вируса стало 6 человек. В свою очередь, Министерство здравоохранения Ирана заявило, что от вируса погибли 12 граждан. Но в сети появилась информация о том, что только в городе Кум от вируса погибло 50 человек. Согласно новостям официального телевидения Ирана, в общей сложности по всей стране было выявлено свыше 60 инфицированных. Министерство здравоохранения заявило, что по подозрению на заражение было обследовано 900 иранцев. После ухода в отставку с поста премьера-министра в связи с политическим кризисом Махатир Мухаммед был снова назначен исполняющим обязанности премьера-министра.
В официальном заявлении указывается, что король принял обращение, подданное Махатиром Мухаммедом, но попросил его остаться на посту, пока в стране не будет установлена стабильность. В свою очередь, политические партии правящей коалиции, расформированной после отставки Махатира Мухаммеда, попросили его вернуться к должности. За несколько часов до отставки премьер-министр Малайзии провел личную встречу с лидером партии народной справедливости Анваром Ибрагимом.